Я в первую очередь от имени евреев Украины и вообще от имени евреев всего мира хочу сказать, что мы с вами. То, что от нас зависит, те, которые собрались сегодня, мы можем делать митинг, мы можем поднять свой голос. Но самое главное, мы должны посмотреть, чтобы наш голос был услышан по всему миру. Повторяется сегодня то, что мы, к сожалению, чувствовали во время Холокоста, когда все народы замолчали. Убили евреев, никто не поднял, никто ничего не сказал, никто не хотел спасать. И сегодня самое главное, то, что я чувствую, как еврей, который живу здесь на Украине, и везде я говорю об этом, что где вы, где все народы, где Организация Объединенных Наций, где все других стран, они все заняты своими проблемами. Отсюда должен выйти крик, чтобы это было слышно всего мира, что мы не замолчим, что мы не дадим повториться те вещи, которые были уже как вроде бы в прошлом. Почему никто не кричит? Где все организации по гуманитарной помощи, права человека? Сегодня это день как раз, когда думает, чтобы не было дискриминации против ЛГБТ. А где день против дискриминации, чтобы было против дискриминации крымских татаров? Почему мы не слушаем этой голос? И поэтому мне кажется, что сегодня отсюда должен выйти такой крик, чтобы это было слышно всего мира, что мы не замолчим, пока не будет решения этого вопроса. Решение этого вопроса – это что люди должны жить на своей земле, и никто не имеет права выгнать людей. Тем паче, что повторяется то, что было уже когда-то. А почему все слепые, они глухие, они ничего не слушают, ничего не видят? Мы обязаны сегодня начинать кампанию, чтобы было слышно по всему миру, чтобы никогда не повторилось то, что было, и чтобы мы знали, что крымские татары могли бы жить на свою жизнь свободно, со своими самознавством, с гордостью и поднимать свою жизнь на своей земле, которой мы навсегда будем считать, что Крым – это Украина. Спасибо за внимание и успех всем!